О самых заметных событиях понедельника, 11 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Как можно скорее оценить ущерб и начать выплаты пострадавшим от паводка? Айсен Николаев провел КЧС, когда ждать выплаты и как помогут детям из подтопленных сел. Крупные промышленные предприятия Нерюнгринского района посетили представители Министерства экологии. Какие вопросы обсуждали? Чествуя лучших, глава республики вручил выпускникам, сдавшим единый государственный экзамен на 100 баллов, денежные сертификаты. Сохраняя языки, группа Российской академии наук прибыла в Алекминск, изучают диалектику эвенкийского языка. Семейная реликвия под таким названием в Валданском историко-краеведческом музее открылась выставка. «14 человек, в том числе 9 детей, эвакуировали из села Сордах Верхоянского улуса. Их доставили в поселок Батагай. Уровень воды в селе Сордах 850 сантиметров, при критическом 770. На воздушном судне Ми-8 эвакуировано 14 человек, в том числе 9 детей, которые доставлены в поселок Батагай. Из Якутска запланирован вылет самолета Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» «Супергруппа». Это 26 человек, в том числе 10 спасателей МЧС и 10 спасателей службы спасения Якутии. Освободились от воды 3 жилых дома, подтопленными остаются 88 приусадебных участков. Как раз после спада воды начнется подсчет ущерба пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах Верхоянского района. Для точной оценки на места вылетит правительственная группа. Во время работы комиссии по чрезвычайным ситуациям Айсен Николаев распорядился ускорить работы по оценке ущерба, чтобы люди начали получать положенные выплаты. Особое внимание глава поручил обратить на объекты теплоснабжения, провести восстановительные работы до начала отопительного сезона. Сразу после спада воды приступить к ремонту дорожного полотна, а также посчитать точный ущерб сельхозугодий для оказания помощи аграриям. Также Айсен Николаев поставил задачу подготовиться ко второй волне паводка, которая ожидается в эти дни. Ну а дети из пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов уже прибывают в Центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Там ребята восстановят здоровье и наберутся сил перед новым учебным годом. Подробности в сюжете. Из-за обильных осадков и поднятия уровней воды реки Тулгалах подтопила территории сел Сордах и Тамтор Верхоянского района. Стихийное бедствие привело к затоплению жилых домов и нанесло большой ущерб. Детей было решено отправить отдыхать в Сосновый Бор. В ночь на 11 июля в лагерь были приняты 27 ребят из села Сордах Верхоянского района. В тот же день сюда прибыли еще 11 детей, но уже из села Сибянкёль Кобяйского района. Дети поступили все в удовлетворительном состоянии. С ними, да, сразу подключились работать наши вожатые, осмотрели наши медики, педагоги. Значит, совместно с Минздравом будет проведено комплексное обследование медицинское данных детей. Ребят в лагере ждет пятиразовое комплексное питание, в том числе санаторные медицинские услуги. 15 июля открывается 3-я летняя смена Соснового Бора, которая называется «Легенда танцев». В эту программу подключатся дети, прибывшие из Кобяйского и Верхоянского районов. Дополнительное образование 6 направлений, все представлено. Это и языки, это и декоративно-прикладное творчество, это и музыка. Да? У нас есть очень хорошая программа обучения детей на синтезаторе сразу. Значит, английский язык. Достаточно опытный преподаватель. Это физическая культура и спорт, это досуг. Мы спросили ребят их мнение о лагере. Думаю, что в этом лагере я найду очень много верных друзей и из этого лагеря останется много незабываемых моментов. Я была в этом лагере, да, уже второй раз как бы.
Этот лагерь оставил мне очень много хороших впечатлений, воспоминаний, и я думаю, что все осталось по-прежнему и даже стало лучше. И вот ожидают этого таких же. Всего в Сосновом Бору подготовлено 200 мест для детей из районов, пострадавших от паводка. На 12-13 июля ждаться прибытия 44 маленьких жителей села Сибян-Кёль. В дальнейшем лагерь готовится принимать детей и из других сел Верхоянского района. Ребята смогут отдыхать в лагере вплоть до 1 сентября. Галатея Игнатьева, Семен Семенов, Якутск. В последнее время в Якутии наблюдают изменения климата, лесные пожары, вырубка леса. Эти факторы влияют на прочность вечной мерзлоты. В итоге мы можем увидеть изменения ландшафта и рельефа. Напомним, из-за обильных осадков на реках и озерах заметно растут уровни воды. Именно к климатическим изменениям можно отнести подтопление в Верхоянском улусе. Свои позиции с нами поделился научный сотрудник Института мерзлотоведения. Когда нарушается климат, или пожары, лес по каким-то причинам начинает вырубать, начинают таять эти льды. Когда тают эти льды, конечно, очень много воды освобождается. Это 40-летний цикл потепления, похолодания. В 1940 году было очень такое, много воды было, дождей очень много было в начале войны. В 80-м году было холодно, а сейчас в 20-х годах очень тепло стало. Поэтому мы должны сказать, уже по природе должно идти похолодание. И наблюдается, уже пойдет похолодание. Но процесс-то медленный, инерционный. Тем временем класс пожароопасности снизился на большей части Якутии. Тем не менее, в Якутске и его окрестностях, несмотря на дождливую погоду, сохраняется чрезвычайно высокий 5 класс. Такой же класс в Тампонском районе, а в Эмиконском районе высокий 4 класс. На остальных территориях классы ниже 3-го. С утра количество лесных пожаров сократилось с 77 до 62. Общая площадь, пройденная огнем, почти 50 тысяч гектаров. На аналогичную дату прошлого года было более 300 лесных пожаров. На общей площади 1 миллион 250 тысяч гектаров, что почти в 5 раз больше, чем сегодня. Крупные промышленные предприятия Нерюнгринского района посетили представители Министерства экологии. Участники встречи обсудили итоги проделанной работы и наметили природоохранные мероприятия, рассказывает Ирина Жданова. Комиссия во главе с исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгением Перфильевым осмотрела объекты компаний «Колмар» и «Якутуголь», являющихся крупнейшими угледобывающими компаниями региона. Так, в части природоохранного законодательства были отмечены улучшения. А именно, воздействие на природу стало намного меньше, чем, например, 3 года назад. По тем планам, которые были ранее даны, по Колмару было мировое соглашение, когда они оказали негативное воздействие на реку Чульман. Да? Очистные сооружения у них построены, работа проведена огромная, считаем. Ситуация уже в корне другая, чем была еще 3 года назад даже. Обращений от местных жителей становится меньше, загрязнений рек. Ну вот по Якутуглю, по Мичеву еще вопросы остаются. Но тем не менее работа ведется, видно, планы есть по очистным сооружениям, по использованию шлама. Поэтому работаем. Особое внимание члены комиссии уделили выполнению природоохранных мероприятий по устранению ранее нанесенного ущерба. Надо еще вот третий шлам-отстойник. Мы сейчас с восточки, вот как я обещал, трубы смонтировали, кидаем. Сейчас еще на 180 миллионов труб купили. Еще одну ветку будем с восточки тянуть. Положительный результат отметили не только специалисты, но и общественники, которые принимают активное участие в природоохранных мероприятиях. Но самое главное, что радует, да, конечно, очень положительным плюсом то, что вот устранили то, что у них там были течи. Чувствуется вот этот год по Якутуглю положительные результаты чувствуются. Есть, честно, есть, да. А вот Колмар работают, тоже будем надеяться, что все-таки есть. Конечно, палочки волшебной нету, сразу все это не сделаешь, все это постепенно. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы в реки наши основные все-таки это не попадало.
Евгений Перфилев возглавил новый сформированный состав межведомственной комиссии. Одной из главных задач остается контроль за деятельностью промышленных предприятий и сохранение баланса между недропользованием и охраной окружающей среды. Ирина Жданова, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. 332 проекта будут реализованы по программе поддержки местных инициатив в этом году. Все эти проекты успешно прошли отборочный конкурс. Так, в селах проведут работы по благоустройству, также отремонтируют дороги, построят спортивные, детские площадки, места отдыха и многое другое. В этом году на реализацию проектов из республиканского бюджета выделено 500 миллионов рублей. Отмечу, что в регионе по линии Министерства финансов программа поддержки местных инициатив стартовала в 2017 году. Тогда были определены 5 пилотных муниципальных районов. А начиная с 2019 года в программе участвуют все муниципальные образования республики. Анализируя опыт с 2017 года, можно утверждать, что эффективность данной программы, что население активно участвует в выборе проектов, голосует за тот или иной проект, а также может участвовать как своим трудом, так и скидываясь деньгами. Там небольшой объем привлечения внебюджетных средств предусматривается. И население активно контролирует ход строительства или внедрения этих проектов, а также контроль за качеством и в последующей эксплуатации тоже активно участвует в контроле. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 18 июля, сообщает пресс-служба Росавиации. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Группа научных работников Российской академии наук прибыла в Алекминск, изучают диалектику эвенкийского языка. Это далеко не первая экспедиция. За плечами более 40 сел от Таймыра до острова Сахалин. В Алекминском районе ученые будут работать в национальном тяньском наследии, продолжит Елена Фаст. В течение нескольких дней в Алекминском районе будет работать научная экспедиция Института языкознания Российской академии наук. Главная задача – изучение и сохранение эвенкийского языка как особенной формы диалекта, присущего именно Алекминскому району. Сделать запись и проанкетировать жителей на предмет выяснения языковой ситуации. Сохранность языка, передача языка от родителей к детям. Все это. Ну и, конечно, мы стараемся всегда выяснить, насколько тут поддерживается язык. Вот я знаю, что и в Тяне, и в Венгрии преподается в школе язык. В Алекминском районе 4 национальных наслега. Наибольшее количество носителей языка проживают в селе Тяня, труднодоступное село. Эвенкийский язык преподается в школе Тяни, но, убеждена Ольга Анатольевна, если речь идет о сохранении, это лучше начать с детского сада. Самое эффективное – это детский сад. И детский сад – это то, с чего надо начинать. С результатами научной работы можно будет ознакомиться на сайте, где уже размещены материалы минувших экспедиций. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов в центровузы продолжается. Напомним, 20 июня начала работу Республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательной организации России. Данное мероприятие отличается удобной площадкой для будущих студентов и их родителей. Прием документов ведут сами студенты, которые обучаются по целевому направлению в ведущих вузах страны. На месте можно проконсультироваться по всем интересующим вопросам. Добавлю, что с 15 июля будут известны первые результаты зачислений.
В этом году с мерами поддержки от республики принято решение, что 338 мест по ряду отраслевых проектов, это целевых. Это лидерами здесь является Министерство здравоохранения республики. Лидером, что очень радует, уже много лет их не было в числе лидеров, это Министерство промышленности и геологии и Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Приемная комиссия «Центр вуза» – это, конечно, очень огромная площадка, в которой все абитуриенты могут поступить куда угодно, в какой угодно вуз, именно за пределами Республики Саха-Якутия. Чествуя лучших, глава республики вручил выпускникам, сдавшим единый государственный экзамен на 100 баллов, сертификаты на 100 тысяч рублей. На церемонии в Доме правительства присутствовали отличившиеся выпускники и их учителя. Все подробности у Марии Кардашевской. Сразу 2 выпускника в этом году получили высший балл по 2 предметам. Круглый отличник, победитель многих олимпиад Виталий Красиков сдал экзамены по русскому языку и по русской литературе на 100 баллов. Он поделился, что хочет стать журналистом и поэтому целенаправленно готовился по этим дисциплинам. Это не столько сложно, это несколько неожиданно. У меня литература. Это мой первый экзамен в принципе. Я в ОГЭ из-за ковида пропустил, но было волнительно. Вроде бы справился неплохо. Как рассказывает его учитель Любовь Васильевна, в их школе разработана и успешно используется система подготовки выпускников к итоговой аттестации. Виталий готовился в течение всего 10 и 11 класса. Дополнительных занятий у нас с ним было немного, всего 1 час в неделю. Все остальное – это его самоподготовка, это дополнительная работа с текстами, дополнительная работа с экзаменационными материалами. Человек очень трудолюбивый, очень ответственный, очень целеустремленный. Он поставил перед собой цель, к которой он сейчас активно идет. Еще одна 100-бальница – Олеся Котовщикова. Она получила высший балл по русской литературе. Олеся, как и Виталий, тоже хочет стать журналистом и тоже планирует потратить свою награду на свое обучение. Я упорно занималась этим предметом весь год, проходила абсолютно все произведения, читала все книги из кодификатора, учила стихотворения. Ну и, конечно же, поддержка моего педагога Марии Константиновны мне очень помогла. И благодаря родителям, это 100%, потому что без их труда и веры в меня ничего бы не получилось. Мне волнительно получать сертификат от главы республики, потому что все-таки не каждый день встречаешься с таким человеком, и не каждый день вручают тебе такие награды. Это очень приятно. Я в ней была уверена, что она у меня все-таки на 100 баллов я, конечно, не рассчитывала. Надежда была, но когда она получила 100 баллов, конечно, я очень обрадовалась. Педагоги в один голос твердят, успехи детей – это не только заслуга учителя, но еще и большая поддержка и работа родителей. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. В Тверской области в военно-патриотическом лагере имени легендарного якутского снайпера Федора Хлопкова стартовала 2-я смена «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток». В этом году ее участниками стали более 100 студентов из Якутии, Приморья, Бурятии, Забайкалья и других дальневосточных регионов. Также на вахту заступили и студенты из Москвы. Ребят можно назвать настоящими проводниками исторической правды, ведь до конца смены им предстоит с головой окунуться в поисковую деятельность, своими глазами увидеть места сражений Великой Отечественной войны, жить в полевых условиях, пройти мастер-классы по работе с поисковым оборудованием, а затем применить эти навыки в поле. Главная миссия – найти военные артефакты и постараться вернуть в историческую летопись имена героев. Этот лагерь назван в честь моего земляка Федора Матвеевича Хлопкова, который воевал здесь. Много якутян было здесь поднято и до сих пор находится. Конечно, я приехала сюда и езжу на раскопки не из-за патронов, гильз, из-за гранат, а ради раскопок, самих раскопок. Найти бойца, идентифицировать его, передать его родным и близким. Это очень важно, и для меня это очень ценно. Но мы очень рады, что мы сюда попали вообще. Знания нам нужны для того, чтобы, во-первых, продвигать это в своем городе и давать пример другим, именно молодым людям, чтобы они реально заинтересовались военной темой и становились более хорошими патриотами своей страны. Спортивный клуб парашютистов «Феникс» выиграл президентские и республиканские гранты. Общая сумма – 1 600 000 рублей.
Клуб занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи Мирнинского района. Благодаря грантовой поддержке дети занимаются в Фениксе бесплатно. Всего за 8 лет клуб выиграл 15 грантов. Средства идут на оплату полетов, покупку экипировки и парашютов. Эти гранты выдаются на военно-патриотическое воспитание в процессе подготовки парашютистов. Военно-патриотическое воспитание приобретает особый смысл и особую ценность. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим вот эту вот тему развивать и реализовывать вот эти вот гранты, которые мы получили. Семейная реликвия. Под таким названием в Алданском историко-краеведческом музее открылась выставка. Экспозицию в память о своей матери, воспитавшей 10 детей, подготовила сотрудница музея Дарья Васильева. Вещи, оставшиеся от мамы, бережно хранят дети матери-героини. На выставке побывала Татьяна Вахтина. Когда-то эта сумка принадлежала матери-героине Марии Ивановой. Расшитый бисером шедевр, как память о маме, бережно хранит дочь Марии Петровны Дарья Васильева. Своей маме сотрудница Алданского историко-краеведческого музея посвятила выставку «Семейная реликвия». Сумка явилась центральным экспонатом. А первыми посетителями выставки стали ученики начальных классов, посещающие летние пришкольные площадки. Я рассказала о сумке, которая принадлежала моей матери, ну и в которой как бы, рассказывается моя жизнь, жизнь моей семьи со многими переездами в разные районы. У Марии Петровны было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. В этом году матери-героини исполнился бы 101 год. Мария Петровна ушла из жизни, когда 9-му ребенку, Дарье, было всего 10 лет. Писатель, педагог, артист, научный работник. Своими детьми Мария Петровна могла бы гордиться. Сегодня мы посетили музей в честь Года матери. Нам рассказали очень интересную познавательную историю, провели экскурсию. Ознакомившись с выставкой Дарьи Васильевой, юные экскурсанты были приглашены в актовый зал. В викторине ребятам предстояло проявить знания истории и семейных традиций. Из чего готовится борщ? Маленькие хозяюшки знают, ведь этому они давно научились у своих мам. Впрочем, в каждой семье имеется собственный рецепт борща. Детям очень понравилось. Они играли, занимались, были увлечены всем, что находится в нашем музее. И, конечно же, они были рады и еще хотят посетить. Не составило труда ребятам пришить манжеты к школьной форме и разобраться с заготовкой лекарственных растений. Отлично мальчишки и девчонки справились с задачей сборов в отпуск. Правда, несколько необычными детям показались чемоданы. Разобрались представители подрастающего поколения и с вышедшими из обихода предметами быта. Про авоську я думала, никто не догадается, что это авоська, но все-таки они узнали вот эту вещь, эту машинку для стрижки волос так и не угадали. Ну и хорошо упаковали чемодан для поездки на отдых. Чего больше всего желает мама своим детям? Над ответом на этот вопрос юные гости вовсе не задумывались. Конечно же, здоровья и счастья. Татьяна Вахнина, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.